Создание комфортного обучения для школьников – ключевая цель сегодняшней встречи. А если быть точнее, полная ликвидация второй смены до 2030 года. Такое поручение дал глава региона Махмуд Али Калиматов. Насущные вопросы зампредседателя правительства, исполняющий обязанности министра образования и другие ответственные лица поднимают на встрече с директорами школ. Дети утомляются, зачастую не могут полностью освоить материал из-за постоянной нехватки времени и высокой нагрузки. Преподаватели, в свою очередь, работают также в напряженных условиях, что отрицательно сказывается на качестве обучения. В 2 смены обучается сейчас большая часть ребят. Связано это в основном с большой загруженностью школ. Например, в сельском поселении Кантышево первая альма-матер рассчитана на 320 мест, а посещают ее около 500 ребят. И не ввести двусменку просто не могли. Хоть это и доставляет дискомфорт для всех, делится директор школы. Это первые, пятые, и шестые, седьмые, восьмые, девятые классы. И со второй смены у меня вторые, третий, четвертый класс. Родители, конечно, понимают, с пониманием относятся, но в любом случае они тоже желают, чтобы школа работала в одну смену, чтобы была разгрузка. Власти региона сейчас активно занимаются вопросом, как разгрузить школы, тем самым создать более продуктивную среду для учащихся. Гимназия номер 1 Карабулак, СОЖ номер 2 Сунжа, ОШ, сельское поселение Чемульга, начальная общеобразовательная школа Бердюрт, 29-я школа средняя Очулки, потом ОШ сельское поселение Далаково, СОЖ номер 3 Якажево и СОЖ детский сад номер 10 город Назрань уже переходит на односменный режим у нас. На стадии перехода в односменку сейчас и эта школа, 15-я Назрановская, рассчитанная на 702 ученических места, а обучается в ней около 1500 ребят. 4 класса остаются пока на двусменном обучении из-за некоторых финансовых вопросов, которые в школе планируют оперативно решить. Нам решает приобретение мебели буквально на 4 кабинета. Мы, конечно, со всей администрацией школы очень оптимально подошли к этому вопросу. Укомплектовали классы по мере возможности, по требованиям, учитывая требования СанПин, не нарушая нормы требования. Можно сказать, целый август месяц администрация решала эту проблему. Решили ее хорошо, я очень довольна. Если основная проблема с загруженностью связана с отсутствием необходимых условий в других школах региона, они тоже будут устранены. И ребята также перейдут в одну смену. Со второй четверти на односменное обучение перейдут еще 12 школ Ингушетии. Для преподавателей же переход в односменный режим гарантирует улучшение условий труда. То есть у них появится больше времени на подготовку к урокам и взаимодействию с родителями. Также учитель сможет уделить больше внимания каждому ученику, проводить индивидуальные занятия и работать с детьми с особыми образовательными потребностями. Мадина Цорамова, Владгирия Хильгов, Магаз 24.